Президент Сооронбай Джейнбеков находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проходят его встречи с высшим руководством институтов Евросоюза. К этому часу он встретился с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини и председателем Европарламента Антонио Таяни. В Брюсселе работает наш корреспондент Нургуль Саматова. Есть слово. Это уже вторая встреча Федерико Могерини с Сооронбаем Джейнбековым за последние полгода. 10 ноября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности посетила Кыргызстан с рабочим визитом. Уже тогда она выразила готовность поддержать нового президента Кыргызстана в развитии демократии и экономики страны. Сооронбай Джейнбеков подчеркнул, что рад продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений. Кыргызстан придает приоритетное значение сотрудничеству с Европейским Союзом. На встрече шла речь о новом соглашении о расширенном партнерстве между Кыргызстаном и ЕС. Глава государства отметил, что Кыргызстан готов провести консультации в интенсивном режиме. Актуальность подписания соглашения с ЕС заключается в укреплении политического диалога и расширении торгово-экономических связей. И поскольку это соглашение очень значимое и может в корне изменить наши отношения между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, президент обратился с таким посылом, чтобы те наши желания, которые могли бы коренным образом улучшить наши отношения, и чтобы в этом соглашении были учтены наши национальные интересы. И это воспринято было. Есть понимание, что вот это соглашение, оно должно поднять наши отношения на новый уровень. Президент также остановился на вопросах регионального сотрудничества, отметив динамику роста взаимоотношений со странами Центральной Азии. Как раз после встречи в Астане был большой интерес услышать из уст одного из глав государств Центральной Азии его видение, его точку зрения, его мнение личное о региональных процессах, которые идут в Центральной Азии. Кроме того, большой интерес у Европейского Союза вызывает видение нового президента о дальнейшем развитии Кыргызской республики. Специалисты отмечают, отношение институтов Евросоюза к Кыргызстану особенное, поскольку наша страна за период независимости доказала, что остается приверженцем базовых европейских ценностей, укрепления демократических институтов, обеспечения прав и свобод человека, верховенства права, защита свободы слова. Президент Кыргызской республики заверил европейскую сторону, что развитие на поддержку демократических ценностей, свободу средств массовой информации, приоритет прав человека будет продолжен и, более того, будет усилен путь к становлению парламентской демократии. Этот тезис очень позитивно воспринят европейской стороной. Федерико Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает инициативы Кыргызстана и впредь будет оказывать содействие в реализации озвученных президентом приоритетных направлений развития страны. Сооронбай Джейнбеков детально рассказал о приоритетных направлениях в политике. Могерини сказала, что намеревалась поднять эти вопросы, однако услышала все от президента. Она заверила, что со стороны институтов Евросоюза и лично с ее стороны будет оказана поддержка Кыргызстану во всех направлениях и укреплении сотрудничества. На сегодняшний день в Кыргызстане действует сразу несколько проектов Евросоюза в сферах образования, совершенствования системы правосудия и в сфере развития. Финансовая помощь невозможна без согласия со стороны руководства. Решения принимаются на высшем политическом уровне, а затем спускаются вниз. Обсуждался вопрос о Тазаком и Тазасу. Европейская сторона, это вот была наша просьба к европейской стороне рассмотреть эти проекты, и они подтвердили, что их планы по отношению к сотрудничеству тоже совпадают. Они тоже хотят работать с нами в сфере сельского хозяйства по развитию чистой воды, и диджитализация, вот эта цифровизация, тоже является одним из приоритетов. Почему? Потому что, как вы знаете, принципы Тазаком – это и есть один из принципов, да, это борьба с коррупцией, облегчение жизни населения. По оценкам международных экспертов, Евросоюз на сегодняшний день является наиболее мощным объединением в мире. Население стран ЕС насчитывает более 550 миллионов человек. В совокупности экономика организации составляет 32% мирового ВВП. То есть это и экономика номер один в мире, и наиболее авторитетная организация. От отношения Евросоюза к Кыргызстану будет зависеть и наше сотрудничество с международными финансовыми институтами, европейскими странами и другими субъектами международных отношений, говорят эксперты. Елена Ткаченко, Нургуль Саматова, Бактурсун Душинбеков, Акмарал Акылбекова, Общественный, Первый канал.